Незабываемые страницы истории Хайфы и ее жителей в рубрике журналиста Татьяны Климович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мой сегодняшний репортаж о всеизраильской выставке в Доме Союза художников и скульпторов Израиля Бейт-Шагал в Хайфе, распахнувшим свои двери вновь для широкой публики после ремонта. Сотни хайфчан и гостей северной столицы пришли на открытие выставки, приуроченной к 60-летию Бейт-Шагал и посвященной творчеству Шагала. В просторных и светлых галереях свои работы, выполненные в духе большого мастера Марка Шагала, представили 126 художников и скульпторов Израиля, в том числе русскоязычные авторы из Хайфы: Виктор Липкин, Татьяна Белоконенко, Юлия Зисман, Полина Высоковская, Юрий Рубинчик и Михаил Сычев, создавшие также на добровольческой основе художественно оформленные решетки с скульптурными вкраплениями еврейских символов, миноры и хамсы на окнах Бейт-Шагал и ограду, награжденные за эту работу почетным дипломом. Церемонию открыл мэр Хайфы Йона Яхов, отметивший энтузиазм и энергию членов Совета Бейт-Шагал, в который также входят Татьяна Белоконенко и Виктор Липкин, и его председателя Авнера Хадада. Авнер Хадад провел огромную организационную работу, днюя и ночуя в Бейт-Шагал, продумывая каждый элемент дизайна, заботясь о каждой мелочи в ходе ремонта, занимаясь отбором и подготовкой работ к выставке и созданием Facebook-странички Бейт-Шагал, на которую сегодня заходят тысячи интернет-пользователей. Ремонт здания Дома Союза художников и скульпторов в Хайфе состоялся при финансовой поддержке Керен Хайфа, фонда Хайфа Коби Брош и Хайфского муниципалитета. Сегодняшним жителям Хайфы трудно представить, что когда-то на этом месте не было никакого здания. Его строительство началось в 1954 году, и быть архитектором вызвался Давид Витман, художник и архитектор, приехавший в Хайфу в 1931 году, а в 1954 году удостоенный почетной премии Германа Штрука. Об этом присутствующим рассказала дочь архитектора Эдна Папо из дома Витман. Она упомянула также о том, что на торжественном открытии Бейт-Шагал 8 января 1957 года присутствовал сам Марк Шагал, который подошел к Давиду Витману, поздравил его и вручил открытку приглашения на открытие выставки со своей подписью, пожеланием успеха, сделанной на идиш. Гости, собравшиеся на открытие выставки и Дома Союза художников 14 марта 2015 года, смогли увидеть приглашение, подписанное Шагалом, и фотографии из семейного архива Эдны Папо, сделанные на церемонии закладки первого камня здания Бейт-Шагал, которая прошла в присутствии самого архитектора и тогдашнего мэра Хайфы Абу Хуши. После торжественной части, включавшей песни, проникновенно исполненные Шир Эль-Барекет, певицы и актрисы из Ассоциации слепых и слабовидящих Израиля, слепой актрисы, виртуозную игру скрипача Игоря Рубинчика, выступление театра двух актрис, толпа посетителей хлынула к художественным картинам, ассамбляжам и скульптурам. Художник Виктор Липкин, 2 года назад получивший за свою работу странствующего по пустыне еврея престижную премию Германа Штрука, представил на выставке работу на еврейскую тему, в которой автор постоянно работает. Это еврей, ткач из еврейского местечка, собственно, как и сам Шагал и все его герои, рассказывает Виктор Липкин. Перед ним коза, туловище которой скроено из чемодана, что является символом вечного движения, ведь еврей вечно странствует, ищет лучшего места под солнцем, но он еще и шьет, вытягивая нити из чемодана козы, как в песне поется: «Если б я был Ротшильдом, то был бы чуть богаче, потому что еще чуточку бы шил». Оригинальность, лаконичность, интересные идеи и свойственное автору чувство юмора сполна проявляются в представленной Липкиной работе. Кстати, детали для своих ассамбляжей художник находит на Шуке Пеш-Пешим. Так было и со старым чемоданом, обнаружив который, Виктор был совершенно счастлив. А вот машинку Зингер, неотъемлемую часть ассамбляжа, после долгих поисков в интернете Виктору подарили на день рождения дети. Купив ее, можно сказать, за бешеные деньги, но работа того стоит. Интересную картину в духе Марка Шагала представила на выставке хайфская художница Татьяна Белоконенко, можно сказать, перефразировав известную работу Марка Шагала, в которой его герои летят над городом. Татьяна переместила влюбленных в небо над Хайфой. И теперь у нас есть возможность наблюдать за полетом влюбленных над
возле которого стоит, прекрасно вписывая в сюжет, его директор Амнур Хадад. Вот уже 10 лет скульптор Михаил Сычев работает в фирме по изготовлению художественных изделий из металла. А вот в творческой копилке скульптора художника, который всю жизнь занимался оформительскими работами и приехал из Херсона в 1995 году, более 2 десятков скульптур. Они легкие, динамичные, летящие и говорят о таланте автора. На выставке Михаил представил 2 скульптуры, сделанные методом сварки по металлу. Это мои фантазии, рассказывает автор. Одна из работ – религиозный еврей, решивший искупаться и стоящий на берегу Кеннерета. Но вдруг облака расступились, он застеснялся и поймал луну, осветившую его в руку. Вторая работа называется «Ностальгия» и рассказывает о воспоминаниях и чувствах, уводящих нас в прошлое, которым напоминает какая-либо вещь из детства и юности. Глядя на улыбчивого, голубоглазого парня, с легкостью ворочающего на работе жилетками, поначалу не скажешь, что за его внешностью скрывается душа человека ищущего, черпающего вдохновение в творчестве Марселя Дюшана, Маннерея, Дали, Андрея Бретона, Бунюэля и Марка Шагала. Успехов, Михаил Сычев. Отдельного рассказа достойной наполненной поэзии чувств работы художниц Юлии Зисман и Полины Высоковской. Ее скрипка продолжения души. Но об этих авторах в одной из следующих передач Северного экспресса. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. Фоторепортаж на сайте clipterreporter.com. Северный экспресс – это история о Хайфе, ее жителях и история жизни этих людей, хайфовчан.